Хоролда Хабди. В общем, будем говорить про несколько тем. Сейчас их надо сразу как бы озвучить. Не попадет на стрим. Затем можете посмотреть в записи. Будем говорить про то, что невозможно уже игнорировать, про то, что тюркский мир пришел в движение. Это заметно. Я эту как-то тему, так, наблюдал, смотрел, но не погружался, но надо тоже посмотреть. Это интересно вообще на самом деле. Так, наш монгольский мир, он в какой-то глубокой, как называется, спячке находится. К сожалению, в нынешних условиях, монгольский мир, видимо, намного слабее, что ли, и малочисленнее. Ну ладно. Тюркский мир, вот одна Турция чего стоит. Так, затем как-то я, про ФСБ говорил, про то, что это, самая мощная сила в Рашке. И на данный момент я вот увидел недавно новость. Как-то помните, мне писали комментарий, что в ФСБ сейчас никто не хочет работать. Для меня это было странно, непонятно. И в какой-то момент я просто прочитал одну интересную новость. И вот это сейчас все обсудим. Пока вот такие две новости, да, получается, главные. И затем еще, опять Балдын-Ламу обсудим там, и все на свете, да. Давайте вот с тюркского мира. В последнее время действительно, да, благодаря, конечно, в первую очередь Турции, Эрдогану, хотя в Турции самой как бы не все, да, там не все так хорошо, как хотелось бы. Но тем не менее, все равно Турция очень сильно, получается, вот эту идею объединения тюркских народов продвигает и помогла, получается, Азербайджану. Они сейчас большие друзья с армией, с воинской подготовкой. И результат мы видим, да. То есть сейчас уже вот этот Южный Кавказ, он совершенно другая там форма. Азербайджан, сделал то, что сделал с Карабахом. Я вот в эти вещи влазить не хочу, потому что я там в этом вообще ничем не разбираюсь. Но просто констатирую, да, то, что произошло. И то, что в какое там сильное все движение пришло. То есть в Армении сейчас события, да, происходят. То, что она евроинтеграцию хочет. Азербайджан уже, получается, вообще не боится, да, Рашку. То же самое. То есть Южный Кавказ, он обретает субъектность. И более того, что самое интересное, тюркские народы действительно, такое ощущение, начинают объединяться, и субъектность, да, у них. И относительно последнего заявления президента Казахстана, я знаю, конечно, что это тоже авторитарное государство и так далее. Там не так сильное влияние все-таки Рашки там, русского мира. Но, тем не менее, все равно вот эти вот заявления, да, то, что Казахстан — это наследник Улуса Джучи, это уже, знаете, на самом деле сильное заявление. По сути, да, согласитесь, это же, от той концепции, вот мы, постсоветская страна, там, советский проект и так далее, да, к концепции, что наследники Улуса Джучи, по сути, Монгольской империи, это как бы гигантский шаг на самом деле для самосознания самого народа. Я понимаю, что, там жизнь сейчас не самая лучшая, возможно, не самые лучшие, наверное, сейчас условия и все такое. Но, тем не менее, какие-то
Смотрите еще, какие вещи в Казахстане позитивные, да. Ну, то, что медиа очень хорошо развивается. Я считаю, что по уровню сериалов, в целом медиа всего, наверное, сейчас Рашку уже точно перегоняет. Затем, хотя, по идее, да, страна в сколько раз меньше. Это вообще удивительно, что такие страны Балтии, да, ну, там вообще говорить как бы не приходится, да, Украина, Казахстан, и во многих они превосходят Рашку. Хотя Рашка, по идее, при своем богатстве, своей многочисленности, своих огромных территорий, по идее, должна просто всех затыкать как бы за пояс. Но такого не приходит, такого не наблюдается. И вообще сейчас уже не особо кто-то и хочет ехать в Москву, что-то там делать. Ну, во-первых, там прилеты бывают, да? То есть она очень непопулярное, неинтересное направление стало для артистов. Ну и плюс, смотрите, государственный вектор все-таки, да? Если президент Казахстана говорит, что они наследники Улуса Джучи, то, соответственно, и государственная, как бы сказать, идеология, направление будут в эту сторону двигаться. Не в сторону, что мы бывшая советская какая-то колония, да, постсоветская страна, вот мы там, у нас идеология вся в этом, на этом, да, что вот там будем парад 9 мая там и все такое, мы все совки. Нет, видите, совсем другая история. Это хорошо, конечно, что к своим корням возвращается. Ну и в целом, понимаете, это вот такое вот, это, конечно, надо изучать, это просто, видите, я вот увидел вот эти все вещи, но глубоко в это, конечно, не вникаю, не вдавался в подробности. Просто я говорю о том, что вижу какие-то случайные новости. Все это надо посмотреть, подумать об этом. Но в целом это очень интересно. В целом это очень интересно. И при этом, смотрите, тюркский мир пришел в движение, начались какие-то вещи, которые в будущем может привести вообще к очень... Допустим, Рашка будет распадаться, соответственно, Татарстан, Башкортостан в эту ось, как бы, да, орбиту вот этих тюркских народов соединиться. Да, там вот этот вот Оренбургский коридор, но, в принципе, там можно что-то придумать, я думаю. Не силовым даже методом, а просто... Либо просто купить эту территорию, либо еще как-то. Ну, там, я думаю, варианты найдутся. Такие богатые республики, как Татарстан, Башкортостан. Если все это вот единый какой-то тюркский проект будет, это же вообще, представляете, какой буст будет. Что-то очень интересно складывается. В этом плане наш монгольский мир, к сожалению, пока он в каком-то, как сказать-то, ламу, одного единственного ламу не смогли там обеспечить, не смогли ему какой-то там офис снять или еще что-то. Ну, понимаете, вот какие-то бывают такие мелкие люди. Что-то мой стрим мощно как-то гасит вообще. Начали гасить мой стрим. Нет, вроде не совсем. Ладно. Понимаете, вот мне кто-то пишет комментарии, вот, что ты там критикуешь, все такое. Но понимаете, вы, вот кто-то пишет какой-то мелкими какими-то, либо это ФСБшники пишут, либо просто мелкими вообще вещами. Живем свою какую-то маленькую жизнь, как какой-то херне думают. Просто надо чуть-чуть пошире думать. Если бурятская создастся, ну она создастся, диаспора, это же не только бурятская, мы как ни крути, объединиться. Это мы как бы единый, монолитный. И собирать как вот этот вот монгольский мир, потому что он сам тоже не собирается. Никаких таких вот процессов не идет.
ни в самой Монголии, ни еще где-то. Ну, мы бы видели бы это все, осознавали бы. Тюркский мир, он действительно пришел в движение, все это идет. У нас этого вообще не пахнет даже, я бы сказал. Люди сидят, знаете, в каком-то летаргическом сне, думают, а меня это все не касается, хамаугы, что-то. И на меня только обижается из-за того, что я, как сказать, по делу их критикую. Но я по делу уже критикую. Еще какую-то ерунду не могут сделать. Для ломы скинуться раз в месяц по 50 баксов или по 10 баксов. Но это, блин, вообще смешно говорить. Это какие-то стыдные вещи вообще. Еще мне что-то выписывают. А просто мелкие люди какие-то вообще не понимают происходящий масштаб. Даже не способны ничего анализировать, думать башкой своей. Вот это печально, конечно, что такой народ, монгольский наш, бурятский, докатился до какого-то, я не знаю, вообще существования микроскопического. Каждый сидит, что-то боится. Хоть маленько подумать своей головой о том, что ты часть не только, как сказать, своего народа. Там. Наши вообще же раздробили, да, до уровня, там, не знаю, деревни, до уровня какого-то такого состояния, что это... Перестали вообще себя понимать, кто они, свою идентичность, корни свои. Уперлись в какой-то этот вот свои личные проблемы, и каждый этим живет. Ну, так далеко невозможно уехать. Понимаете, кто это не понимает, они так и будут на обочине жизни жить где-то без каких-то вообще перспектив, полностью с потушенным самосознанием, с потушенной гордостью на самом деле. Ну, и бесполезные, бесперспективные, короче, люди будут. Поэтому такие вот комментарии писать про то, что типа там что-то мне с какой-то претензией, ну, либо ФСБшники, либо просто какие-то идиоты пишут. Я же не просто так, как сказать, про это говорю. Это, ну как, надо маленько думать просто вообще об этих вещах. Ну ладно. Просто самим даже подумать. Смотрите, Казахстан, да, пришел в движение тоже. Да, я не спорю, как бы, наверное, Токаев это не самый вообще лучший президент и сама жизнь в Казахстане, но тем не менее, это, понимаете, какие-то мощные вещи делают. Я понимаю, может быть, это тоже, как у Назарбаева, там какие-то такие вещи для отвлечений, но тем не менее, понимаете, самосознание растет. Народ в Казахстане увеличивается. У них уже сколько? 17 миллионов. Там казахов вообще много стало. У нас бурятов капец мало. Еще и на войну уходят. То есть, ну что-то надо делать с этим. Что-то как-то... И вообще в целом монгольском мире, понимаете, кроме нас, сами монголы, к сожалению, тоже не особо думают об этом, что ли. Ну или пока... Они тоже в какой-то концепции вот это вот мы там, как сказать... Третий сосед, между двумя зажатый. К этому они очень сильно привыкли, к этой теме своей. И все, и не хотят с этого никак сдвигаться. Но опять же, понимаете, если ты будешь все время жить в режиме вот такой осажденной крепости, всего бояться, высказать свое мнение, вообще поговорить о монгольском мире, ну, сильно ты далеко не уедешь от этого, понимаете? Ничего не будет меняться, если ты будешь в такой слабой позиции все время находиться. Поэтому, ну, надо хотя бы думать об этом, начинать про наш монгольский мир в целом. Если мы хотя бы здесь, буряты, сможем объединиться, создать диаспору и начать про это что-то говорить за рубежом, это уже будет большое значение для всех монголов, на самом деле. Потому что мы же все равно часть монгольского мира, никуда от этого не денешься. Недавно калмыки собрались где-то в Америке, что ли, что-то в костюмы какие-то и так далее. Ну, конечно, хорошо. Но опять же, понимаете, если бы это было бы вот диаспора собралась и какие-то вопросы начали решать, это другой момент. Поэтому я пока на это реагирую, что... Ну, как проходит Сурхарбан какой-нибудь у нас, да? Еще толку-то. Пришли, поборолись и все. И там еще... как сказать,
Типа давайте обо всем говорить, кроме политики. Ну, блин, нахрена так-то? Политика что такое? Это вообще вся наша жизнь, по сути. Зачем тогда собираться, если не говорить о жизни своей? Ну и сиди себе где-нибудь, работай там, езди на своем траке или еще где-то. Бесполезно все это херня. Поэтому надо задумываться вообще о глобальных каких-то вещах. И не просто сидеть, вот смотреть в свою какую-то какие-то свои, ну просто мелкие вещи вообще смотрят люди, что-то боятся, чтобы про них там ничего не сказали, еще что. Но я говорю как есть. К сожалению, сейчас наш народ в таком печальном положении находится, никуда не денешься от этого. Перестали верить в себя, что-то бояться. До того страшно, что даже сидя там в Америке, что-то боятся что-то делать, сидеть. С одной стороны, да, то, что там родственников и так далее, но потихонечку что-то надо делать все равно. Объединяться, думать. Если так все время бояться, ну, как сказать, зачем вообще жить тогда? Что поделать, жизнь, она такая штука. Как сказать, тут все бывает. И болезни там, и смерть, и все на свете. Почему-то за русский мир не боятся идти воевать, а подумать о своем будущем боятся. Это что, до такой степени запугали, что ли? Зашугали нас или что? Ладно. Интересную новость еще тоже услышал. Я вот как-то размышлял в своем стриме про то, что вот ведущие силы, ну оно так и есть, конечно. В Бурятии это ФСБ. На самом деле все, она рулит всеми. Ну так как бы и есть. Но, опять же, смотрите. Недавно был прилет мощный, да? Где там какая-то арбатская коса или стрела, что-то такое, я не понял. Что это такое? Короче, там сразу 100 ФСБшников положили. Где-то в Крыму, что ли. И это были тыловые крысы, короче. Ну, не вот эти вот, которые силовики, а эти всякие там компьютерщики, вот такие вот все люди. Ни хрена тут забор как быстро построили, или он тут был? Нет, по-моему. Вот что значит Корея. Тут вообще что-то ходом прям все делают. В общем, о чем это говорит? Понимаете, целое здание взорвали, 100 человек этих ФСБшников. И я так начал читать, интересоваться этой темой. Оказывается, реально сейчас в ФСБ-то не сильно люди горят желанием идти работать. Потому что их отправляют на оккупированные территории. А там украинцы их, оказывается, гасят вообще по полной программе. Постоянные прилеты. Они там уже, оказывается, раньше в административных зданиях гасились. Ну, административное здание, короче. А там начали их взрывать. И все, и они сейчас по каким-то частным хатам там гасятся, еще что-то, но все равно их взрывают. И сейчас люди, оказывается, эти ФСБшники, а представьте, это же, по сути-то, гражданские, ну, просто они работают как бы в этими программистами и так далее. Не хотят вообще туда идти, несмотря на то, что там огромные бабки платят. Как сказать, год за 2 считается, да. Потом, типа, ветеран боевых действий. Ну, вот всю эту херню, не хотят они идти туда работать, потому что, ну, боятся просто. Представляете, тебе зачем все это нужно? Если раньше, да, ты, как сказать, король, да, вот, ну, вражки, да, там, ФСБшник, все, значит, все тебя боятся, у тебя бабки, вся власть, то сейчас-то, вон, тебя отправят куда-нибудь на оккупированную территорию и взорвут тебя там, и все нахрен. Поэтому сейчас оно, оказывается, действительно такое, что не хотят люди и всеми способами пытаются оттуда сбежать, придумать себе какую-нибудь болезнь там, откосить как-нибудь, родственников подключить, взятки, короче. Сейчас наоборот, они хотят куда-нибудь подальше отъехать от Украины, чтобы их не взорвали. Куда-нибудь там на Дальний Восток, в Сибирь, куда-нибудь. Ну, лишь бы, короче, не попасть на оккупированную территорию. И там сидят они тоже, ну, на измене вообще сидят, когда туда приезжают, ну, лишь бы их не взорвали. И там их шмонают свои же ФСБшники тоже конкретно. Что они там пишут, еще что-то. Ну, то есть, там
такая у них жизнь в страхе вообще постоянном, что свои вдруг завалят, что украинцы их взорвут. Ну, короче, это вообще очень сильно деморализует саму эту структуру. И, соответственно, как сказать, сама структура этого ФСБ тоже она очень сильно деградирует, потому что люди уже не стремятся туда идти. Ну, кто хочет-то? И набирают они тех, кто согласен идти, не самых интеллектуальных, кто там действительно хороший программист, еще что-то, а просто вот людей как бы чуть ли не с улицы. Уже порог вхождения в эту структуру, он все ниже и ниже, потому что не могут набрать людей. Я думаю, во всех структурах так, но и ФСБ это тоже. Понимаете, они перестали быть действительно элитой какой-то. Там тоже у них, как сказать, депрессия, страх, разочарование. Может, кто-то по ночам подушку плачет или еще что-то. Ну, типа, ввязались в какую-то жопу, и непонятно, как теперь вылазить из этого. А это же самая такая структура, из которой хрен сбежишь. Невозможно ничего сделать. Я еще этого смотрел недавно. Какого-то... Какого? Волобуев или как фамилия? Я вот фамилии никогда не запоминаю. Короче, какой-то директор Газпрома или чего, бывший какой-то, короче, топ-менеджер, один из топ-менеджеров, уехал в Украину и сейчас воюет. Ну, потому что родом оттуда, сам украинец. И он интервью давал. Там рассказывал про какую-то организацию. Я не знаю, она реально есть или нет. Черная искра, по-моему, да, называется. Короче. Ну, это типа люди, которые сами в Рашке живут и какой-то то ли переворот готовят, то ли еще что-то. Ну, не совсем понятно, какая у них там деятельность, что они делают. Может, наводчики или еще что-то такое. Ну, короче, типа там сопротивление. Ну, конечно, как-то слабо верится с учетом такого очень мощного там прессинга, да, в Рашке. Проверки и все такое. Но, тем не менее, может быть, в целях дезинформации, да, все это делается. Тоже хорошо, на самом деле. Но суть в том, что он просто еще рассказывал про то, как они воюют, что там на самом деле это не как Вторая мировая, там все дронами просто покрывают, но он как бы детали рассказывал своей работы. Но там действительно страшно, там вот кого отправляют, они, понимаете, это последнее, что они в своей жизни делают. То есть вот эти люди, которые в штурма куда-то идут, это вот действительно пушечное мясо просто, даже еще хуже. Там пушечное мясо еще, снаряд прилетит, не прилетит, а тут-то точно тебя этот дрон догонит. Так что эти дураки, которые подписывают контракты или еще что-то, ну, я не знаю, это просто идиотом надо быть, чтобы сейчас в эту войну идти и подыхать там ни за что. Но меня, конечно, в целом вот эта вот ситуация с ФСБ, конечно, очень сильно удивила, что ну, просто представьте, да, вот 100 человек, 100 ФСБшников сразу взорвали за один день. Я вот это как бы знал, потом начал, ну, просто сам по себе думать. Они же все знают об этом, сами ФСБшники-то, во всех регионах, да? Ни хрена себе они, наверное... Они и до этого, конечно, получали информацию, но сейчас-то, представляете, какой-то шок для них. Они по-любому на это не подписывались, понимаете? Что вот, а может, среди них боты, да, вот, которые комментарии там пишут. Тоже, может быть, их отправляют туда и потом всех взорвут там. Взорвали бы их штаб какой-нибудь, как это, Ольгинский был же. Короче, представляете, вот, человека, который... К чему он готовился-то? К тому, что он будет получать огромные бабки, ничего не делать, полностью на гособеспечении, да, плюс будет над законом жить. Будет пользоваться всеми, как бы сказать, возможностями, да, которые есть у ФСБшников. Пенсия, зарплата охрененная, вседозволенность, все, что хочешь, можешь делать, да, в Рашке. Крышевать бизнес и так далее. Ну, то есть такое, типа, лакомое местечко, да. А тут тебя, бац, отправляют на оккупированную территорию, и все, и в постоянном страхе, стрессе еще эти хаймарсы прилетают, да. Это вообще капец. Ну, представьте, я об этом почему-то, знаете, о том, насколько сама
структура ФСБ деградирует, никогда не думал. Но, понимаете, когда вот такая акция проходит, 100 человек разом забирает, это уже это сильно. Я просто до этого вообще не следил. Вот про это услышал, думаю, ни хрена себе. Ну, мне кажется, это еще не... Понимаете, это еще как на психологию-то влияет людей, которые в этой структуре работают. Где-нибудь они сидят у себя и знают, что через месяц их отправят туда, на оккупированную территорию, ротация идет, да? Они сидят и думают, ни хрена себе, ехать туда, за чё? Да нахрена эта зарплата нужна, они думают, наверное. Нахрена мне все эти привилегии нужно, если туда Хаймарс прилетит и все, и никто не спасется. Так что в самой структуре, да, очень мощный, конечно, страх, там, паралич. Ну, есть, наверное, те, кто, как сказать, более ожесточается, наверное. Но все равно тоже страх, я думаю, есть. Хочешь, не хочешь, а этот Хаймарс прилетит и все. Или дрон какой-нибудь. Будь какой-то там, хоть какой там ожесточенный или подготовленный, но тебя это просто не спасет. Ну и плюс у них полностью там атмосфера страха, постоянно друг друга проверяют, не доверяют никому. В такой атмосфере сами страха живут. То есть, понимаете, смотрите, сколько факторов одновременно работает, да, на вот это все. То, что саму вот эту структуру, которая казалась, как бы, да, полностью как бы над законом, полностью ее никто не может тронуть. Полностью, у них есть полный мораторий вообще на все, что угодно, да, на любой беспредел вражки, на огромные деньги, да. Ну, как сказать, понимаете, это такое состояние полубогов, да, что-то такое. И тут, оказывается, да, тебе элементарную безопасность не могут организовать. Думали они, да, вот эти вот гражданские, да, которые, ну, не силовики никакие, может, и оружие не держали, будут сидеть себе в кабинетиках, на компьютере что-нибудь печатать, работать, да, там. А тут тебе Хаймарс прилетает. И они, наверное, просто вообще в шоке. И поэтому, конечно, сейчас у них, видимо, самая такая мечта, чтобы их не отправили туда, на ротацию. И там, я как понял, все идет в ход. И косить пытаются, в больничку лечь, потом какие-то взятки заносить. Ну, там Рашка на этом вся построена. Ладно, вот это, да, то, что вот это вот миф о их, как бы сказать, вседозволенности, о их неуязвимости просто развенчали. Понимаете, вражки, может, их никто и не может тронуть, но украинцы их просто уничтожают, да и все. Как сказать, даже не... Как это называется-то? Типа съел и не поперехнулся, типа такого. Ну, что-то такое, короче. Короче, вообще прямо пофигу им, просто взрывает и все. И пофигу им, что вот, как сказать. Понимаете, это же шок для них самих. Они-то думали, вот мы такая элитная структура, мы вот все там, боги вражки, да. Ну, у них, наверное, даже еще больше было самомнения. Вот в мире даже они там самые крутые. А их тут просто вот так берут и взрывают. И даже, как сказать, никакого безуважения, да, как говорится. Как этот, помните, Дон Корлеон говорил, ты ко мне приходишь и просишь об услуге, и даже без уважения, да, как бы не оказываешь соответствующего уважения. Вот так вот берут и взрывают без уважения. Тоже, как сказать, не совсем годится, наверное, да? Ну, что поделаешь, не надо было вторгаться. Ладно, вот этот фактор, да, который на саму структуру влияет, да, на самую сильную вообще силу вражки. То есть они сами в полной, как бы сказать, дезориентации, в страхе на самом деле, многие. Потом военные потери, да, идут. Рашка же никуда не двигается. И ладно, фронт стоит, потихоньку Украина отвоевывает все это дело. И понимаете, по нефтекультуре-то мощно бьют. То есть потихоньку, ну вот как некоторые экономисты, опять же надо посмотреть, говорят, что скоро нефтяной кризис будет, бензиновый кризис в Рашке. То есть там определенное количество бензина надо, а этого бензина просто нет. Понимаете? И
в центральной части страны, получается. Как раз таки из Сибири, с Дальнего Востока туда к ним тролливать. Ну, что-то с Казахстана, видимо, с Беларуси будут подтягивать. Но все равно с бензином, видимо, скоро будет полный швах. Посмотрим, конечно, что в итоге будет. Но я думаю, ну, понимаете, там сколько? Там огромное количество НПЗ уже просто все разнесли нахрен в хлам. Понимаете, они уже не работают, там их невозможно восстановить. То есть вот это неуспех на войне. Да и сама война уже 4 года идет. Плюс нефтяную инфраструктуру уничтожают. Ну и плюс вот недавно москвичам, да, маленько просраться. Ну там, конечно, какие-то клинические идиоты живут тоже, да, не понимают, что происходит. Это какими надо быть идиотами реально, да, что на 5-м году войны они вдруг, как сказать, удивились, что по ним прилеты происходят. И в каком-то шоке ходят, да. Меня еще, знаете, что повеселило недавно? Тиктокеры, долбанавты, санкционную Алабугу политех рекламировали. Им у некоторых там аккаунты были по 11 миллионов, там блогеры-миллионники, им бахнули эти аккаунты китайцы, союзники. Плачет там в шоке, просто, понимаете. Я вот еще про себя думаю, а что ты плачешь? У тебя Макс же есть ВКонтакте. Вот, развивайся там, тебе будет Алабуга политех платить тебе. Ну, там, наверное, 10 подписчиков, да, ВКонтакте, и никакой этой монетизации нету там, никаких алгоритмов, и никто и не смотрит это ВКонтакте. Вот тебе и союзнички китайцы, да, взяли и бахнули аккаунты этим пропагандистам. Это, понимаете, просто меня, знаете, вот вражеские люди меня всегда, знаете, вот удивляют. Они такие тупые, реально тупые. Они думают, да, как сказать, что санкции, да, это просто так. Что вот можно войну развязать, и типа ничего не будет тебе, никакой ответственности ты не будешь нести. А то, что тебе потом нефтяную инфраструктуру уничтожают, то, что твои аккаунты бомбят, что по твоим городам прилеты потом, да, нефтяные дожди, что вот типа, как сказать, вот можно беспредел устраивать, и ничего не будет. Нет, так не бывает, понимаете? Если ты беспредел устроил, ты все равно будешь за это отвечать. И они, как сказать, как будто дальше продолжают жить с этой своей тупостью. Ну что сказать-то? Ну, реально тупые. Вот Невзоров говорил. Не зря же говорил, тупые. На самом деле он же не про американцев говорил-то. Про россиянцев говорил Задорнов-то. Это просто он, как бы сказать, пытался так выстебать. Ну ладно. Про это закончил. Что-то еще хотел, какую-то тему поднять. Немножко, правда, забыл. Давайте комментарии почитаю. Сейчас тут, наверное, ботов. Санкции экономику усиливают. Они говорят, ну это тоже. Плюс какой-то, недавно я там смотрел короче, какие-то процессоры китайские. На самом деле они оказались, что они там шпионят, что-то такое за ними, которые санкционные. Потом они еще типа хотели прокатить на том, что якобы свои дроны делают. На самом деле просто их в Китае закупили. Ну, короче, там Рашка просто такая неисправимая вообще страна. Страна воровства, глупости и просто какой-то бездарности вообще полной. Понимаете, как они вообще в это все верят? Как это, знаете, вот надо каким-то идиотом быть, чтобы там жить и верить во весь этот бред вообще, то, что там происходит. Ну и из таких вещей, которые, наверное, все про это говорят, но действительно я тоже... Я не смотрел, конечно, этот визит Путина в Китай, но заметил, чуть-чуть посмотрел и смотрю, он реально плохо ходит. Что-то у него там с ногой, что-то, короче, какой-то то ли опорно-двигательный аппарат у него, что-то уже, то ли еще что-то. Но
Что-то он совсем плохо выглядел. Вражки, видимо, там пытаются как-то, может, двойник там ходит или тройник какой-то. Но в Китае привезли, наверное, оригинала. И этот оригинал что-то уж совсем плохой. Может, забухал, не знаю, еще что-то. Может, жопу отсидел, пока летел. Но, как сказать, что-то, какой-то вид у него был совсем не боевой. Тот, который там со стерхами летал, да? Что там? Ну, короче, это уже не тот, далеко не тот пациент, который был тогда. Такие вот дела. Так, в Крыму продают бензин только по 20 литров на рыло. Ну, там надо сейчас малолитражки надо какие-то покупать. В всем мире инфляция, даже у гегемонов. Ой, блин. Эти, как сказать, продолжают думать, что... Понимаете, это вот тоже какое идиотство, да? Продолжают думать, что у них все нормально. Все идет по плану, да? Что у них войны нету, что, как сказать, у них инфляция, как во всем мире, я не знаю. Ну ладно, я знаете, такой есть рассказ у Горького, я, наверное, про это рассказывал. Короче, там был тип какой-то, сапожник, он был молчаливый вообще, ничего не говорил. И там было про него такое описание, что, типа, когда второе пришествие Христа будет, он и тогда будет сидеть, молчать и, как сказать, ну, короче, ему будет пофигу все равно. Короче, этот тип в итоге женился на какой-то проститутке, короче, влюбился в нее, ну, и там что-то все трагически, по-моему, закончилось. Она, по-моему, вернулась на свою работу старую. Короче, драма, одним словом, трагедия. Я уже точно забыл весь сюжет. Ну, помню, что такой интересный рассказ был. Ну, я просто вот эту вот деталь запомнил, описание про него. Как про него его этот начальник про него говорил. И просто я запомнил вот эту вот упертость такая. И вот у многих ватников, по-моему, тоже вот такой вот, знаете, упертый просто до последнего. Хотя, в принципе, знаете, я вот о чем думал. На самом деле, почему вот эти вот развитые страны, как Корея, допустим, или еще кто-то, ну, на самом деле нормально живут? Ну, просто люди сами себя уважают. Могут выйти на митинг, высказать что-то, да, ну, не терпят просто вранья, лжи, да. А вражки, понимаете, это насколько народ на самом деле, да, ну, вот без вот этого всего, как сказать, наездов и так далее, но насколько люди действительно сами себя не уважают. Понимаете, терпеть вот это вот вранье столько лет, ну, еще и до этого, но в 90-е же пытались вам все-таки глаза открывать. Хотя, понятно, тоже это все агентура, но, тем не менее, была возможность как-то измениться. Но люди сознательно выбрали путь не честности и, ну, стремления к нормальной жизни, а вот этого вранья. И, ну, они же сами себе посадили на шею вот такое. И сами хотели, чтобы у них была какая-то сильная рука и так далее. Но этот человек же и сама эта власть, все же понимают, что они насквозь фальшивые, все это вранье. Сколько можно обещать и ничего не делать. И плюс вот эта коррупция. Ну это, понимаете, народ сам себя не уважает, во-первых. От этого неуважения вот и все идет оттуда. Вот это вот зло, да? Они же прекрасно все видят, что там происходит. Но какой-то, короче, что-то с ними вообще очень сильно не в порядке. И понимаете, и любая жизнеспособная сила, любой жизнеспособный народ в такой вот структуре, получается, да, он даже не имея, как бы сказать, даже не имея ресурсов, даже не имея тех возможностей, которые есть, там Украина или Казахстан, он все равно выигрывает. За счет чего? За счет того, что народ более жизнеспособный.
Понимаете, когда Рашка сама себя хоронит, то оказывается, что Украина может лучше жить. У нее может быть более боеспособная армия. У нее лучшие, как сказать, умы, да, которые... Ну, объективно сейчас уже с этим никто не спорит. Даже США это признают, что они даже как-то на коленке там, но они создают лучшие дроны, чем Рашка. Рашки при таком богатстве, там чего только нету, да, хоть жопой жуй, да, хоть вот все там есть, да, вот все, что есть. И ничего не могут, потому что тупые, понимаете, потому что сами себя не уважают. Но это объективно так и есть. Казахстан лучше медиа создает. Хотя страна 17 миллионов, да, сколько у них независимости, там, 30 лет. Лучше создает, по сути. В Рашке уже и кино разучились снимать. Ну, особо и не умели, конечно. Но понимаете, на дистанции как все это видно. Уровень жизни в странах Балтии, посмотрите, какие там институты демократические и так далее. То есть любая страна, которая отсоединяется от этого вот какого-то гадюшника, да, от Рашки от этой прокаженной, она сразу же, и у которой есть стремление жить, она сразу просто взлетает, понимаете? Так что все эти разговоры про то, что вот... Это, понимаете, еще сколько лет Рашка торговала тем, что якобы... Они же, понимаете, вот Армению с Азербайджаном специально сами строили. Они все страны берут и стравливают между собой, чтобы на этом конфликте быть типа решалами и на этом... ну, как сказать, разделяя и властвуй, да, вот этот вот принцип, стравливают и сами здесь вот типа арбитры, типа без нас вы там будете друг друга мочить, гасить, а мы вас тут будем примирять якобы, и, ну, из-за этого вы как бы под нами будете, да, под нашим влиянием, либо мы вас вообще оккупируем. А сейчас этот миф весь рушится, понимаете? Оказалось-то, что это вообще не то, что там на Кавказе какие-то народы там, да, не такие, еще где-то. Оказалось, что сама Рашка, это сама она прокаженная вообще. И я думаю, это когда-то все-таки дойдет до Европы, до Америки. Потому что они же не дают Рашке-то проиграть и распасться на самом деле. Просто боятся, что ядерное оружие не в те руки попадет. И если так, смотрите, рассуждать о будущем, какой сценарий-то есть? Получается, у Рашки сейчас всего два сценария. Либо сейчас объявлять мобилизацию, но в силах они это или нет, это непонятно. Либо с Северной Кореей, да, закрывать границу для мужиков, мобилизацию объявлять, и там минимум 300 тысяч человек доставить под ружье. Но опять же, что-то даст или не даст, учитывая, что там киллзона с этими дронами. И что толку, они погонят это мясо живое, они их всех взорвут просто там. Непонятно, даст оно эффект или нет. Ну, даже если на какой-то период. Понимаете, смотрите, вот где те предыдущие мобики, их же уже все там перемололо, уже сколько там, 1,5 миллиона трупов. Ну, займет это еще какое-то время, опять перемолят их всех там. Плюс непонятно, какие будут социальные последствия. Тогда, 3 года назад, да, 4 года назад, в 2022 году, это и то, какая была паника, да, волнение в самой Рашке. Сколько там Верхний Ларс оккупировали. Какие там очереди были, как все побежали, ломанулись, испугались. Нет, чтобы побежать на Красную площадь и снести это правительство, они все туда ломанулись. Ну ладно. А сейчас что будет? Тогда еще, понимаете, больше было у людей как бы, да, оптимизма-то. А сейчас уже нету никакого оптимизма. Еще интернет вырубает. Сейчас, я думаю, люди вообще не заинтересованы в том, что куда-то на войну идти. Если принуждать будут, тем более. Вот так вот повестка придет, все, иди воюй. Зачем он скажет мне воевать? Нахер надо? Ну и плюс в самой Рашке я вот недавно читал, тоже какой-то, знаете, вот долбанавт, короче, какой-то пошел, сам зачем-то пошел на войну, не дожидаясь повестки. Ну и он думал, что он будет, ну, короче, как зачем-то, за бабками, конечно.
Но поначалу, видимо, у него прокатило его замысел. Он хотел где-то в тылу сидеть. Но потом, короче, что-то пошло не так. Его на передок отправили. И он уже решил оттуда сбежать просто-напросто. Или что-то. Ну, короче. Не, у него какая-то проблема была. Жена рожала или что-то такое. Короче, он свалил в самоволку. И его все решили в качестве наказания на передок. Он оттуда опять какой-то, прямо какой-то как его, помните сбежать из Шоушенка, да? Прям какой-то беглец. Короче, свалил оттуда тоже. И пошел, тоже тупой пипец. Пошел к следаку, к ментам. Типа, вот, судите меня, буду в тюрьме сидеть. Ну, естественно, его опять на передок отправили. Сейчас непонятно, что там с ним. Ну, сейчас у него единственный выход, я думаю, просто сдаваться в плен. Других вариантов просто нету. Такие вот дела. Ну, и то, если он успеет, понимаете. Там эти дроны просто его взорвут, да и все. Если успеет, то спасется. Нет, так, как бы все, что. Просто понимаете, чем вообще люди там думают, я вот тоже не понимаю. Он на что там надеялся? Понимаете, такие тупые люди вообще, они думают, вот там какое-то правосудие есть. В тюрьму их посадят. Ай, блин. Не знаю, может быть из-за того, что... это точно, наверное, очевидно, что... Понимаете, это насколько все-таки деградировавший, по сути, народ, что у них какие-то вообще обычные причинно-следственные связи вообще никак не работают. То есть они никакой логики и происходящих за цепочкой событий они вообще никак не следят. То есть это произошло с кем-то, с тем. В общем-то, что-то с ними очень сильно не то происходит. Очень... к распаду абсолютно точно все идет. Потому что сам народ апатичный, ничего уже не хочет, всего боится, никакой инициативы, ничего. Все только через наказание, через избиение. Сейчас, я так понял, на контракт их не могут подписать, потому что нету желания. Там избивают, все такое. А что толку с этого, как сказать, с такого тела? Ты его, ладно, заставил, там, забил, а что толку-то? Да и вообще смысл какой им туда? Я не понимаю, если фронт так стоит, возможностей нету, твою инфраструктуру всю выносит, тут любой идиот уже поймет, что все, пора. Пора как-то там рашкинцам все продать можно. Сказать, что вот, победили там или еще что-то, да, хотя полностью все проиграли. Но с другой стороны, понимаете, в Украине тоже дураков нету. Они же будут понимать, что эти, если даже и скажут, да, то, русским верить нельзя, по сути. Они все равно обманут, как чеченцев, как всех всегда обманывали, на самом деле. И с одной стороны, это, конечно, хорошо, что Рашка не сдается, как бы, да, потому что, чтобы ее капитально все разбомбили, тогда уж, чтобы прям до конца, чтобы это вот монстра этого надо заколбасить, чтобы уже потом не дергался, не рыпался. Так, второй вариант я не проговорил, да. Первый это вот мобилизация, закрытие границ. Такой милитаризм, да. Второе это превращение в Северную Корею. Опять же, понимаете, иранский сценарий, да, может не Северной Кореи, иранский сценарий. Если ты не погасил этот конфликт, а Украина тебе все равно не даст, да, они не хотят же, смотрите, вот они не хотят остановить войну, потому что боятся, что как сказать, недовольство будет, вот этих непонятно куда военных девать, экономика на военные рельсы встала. То есть много причин, да, почему. И просто уперлись еще, вот будем воевать, пофигу как, будем воевать. Смотрите, иранский режим, он же не жил и Северная Корея даже, она же не живет в состоянии постоянной войны, как вот сейчас Рашка с Украиной. То есть у них этот иранский режим все равно не получится, потому что
Конечно, если бы они не воевали хотя бы, можно было бы, наверное, запереться и вот в режиме осажденной крепости все время пугать, да, что вот там сейчас НАТО вторгнется, еще что-то. Ну и как бы народ в ГУЛАГ запереть и все. И пусть они типа терпят, да. Можно было бы. Но в условиях, когда война-то идет настоящая, не просто какая-то угроза, а настоящая война, и постоянно прилеты эти идут, нефтяную инфраструктуру твою уничтожают, как сказать, никаких успехов нету, то такой режим, его невозможно просто будет построить, потому что, ну как, война же идет все-таки. Тебе просто Украина-то не даст. Они же там понимают, что нельзя врагу дать. Да и зачем им, да, чтобы они вражеских сил набрались и опять не напали. То есть у Украины-то стоит цель добить фашистскую гадину. Поэтому я думаю, что у них никаких хороших вариантов нету. И вот то, что они начали там говорить про то, что давайте ядерные бомбы. Ну, это, понимаете, смотрите, от Киева за 3 дня до ударим ядерной бомбой, ну, понимаете, это уже, как сказать, явный признак того, что бессилие полное. У них уже все, у них больше ничего не остается, больше ничего не работает, понимаете? И они боятся еще и мобилизацию. Потому что, понимаете, изначально они... Это же спецслужбисты. Пятая служба ФСБ, которая, как сказать... Вот люди, которые вообще не были готовы, что будет какая-то война, что что-то надо будет делать по-настоящему. Они что думали-то? Вот, ну, сам Путин, все эти ребята, это же просто коррупционеры. Они зачем туда пришли-то? Не чтобы воевать. Они пришли, чтобы... Это же пиджаки обыкновенные, которые никогда нигде не служили, ничего не делали по-настоящему. Они как думали? Мы будем тут просто воровать, потихонечку сидеть, и все, да? А войну организовали, чтобы рейтинг вырос. И они, эти тупицы, подумали, что смогут легко напасть и быстренько завоевать, да? Быстрая победоносная война. Но эти пиджаки, которые ни дня нигде ни в армии, ничего не служили, и берутся командовать этими войсками, ну, конечно, они проигрывают и проиграют. Ну и плюс еще выдумали себе, как сказать. Понимаете, они сами же поверили в то, что они вот такие вот небожители, боги, да? Что их нельзя взрывать, убивать. А Украина их просто берет и уничтожает по 100 человек. И даже, как сказать, и даже не выказывает никакого уважения, да? Как-то вот так вот обидно, наверное, им, что вот как-то без уважения их просто уничтожают и все. Такие вот дела. Ну что поделаешь? Такая жизнь. Это вражки, можно людей в рабство загнать и, как сказать, и думать, что ты это среди этих рабов какой-то там элита, да? Но, и как сказать, потом, когда вся эта страна начинает деградировать, просто не надо удивляться, что и ты вместе с ними тоже деградировал. Это, понимаете, как вот есть же такие отсталые какие-то страны, которые в каменном веке живут, но при этом они, как сказать, угрожают там Америке или еще кому-то, да. Но это же всегда смешно смотрится. Так же и Рашка сейчас, понимаете. Они что-то грозятся, там еще что-то. Но со стороны просто смешно кажется. Когда у них там элементарно туалетов нету. На улице вот это вот очко, как называется, да? Сортир. Дырка в туалете, дырка в земле. Почему они воруют-то унитазы? Потому что нету унитазов просто. Такие дела. Ладно, чуть-чуть комментарии почитаю. Вражка в истории была богата. Не знаю. Конечно, тебе из Бурятии ничего не было видно, была я в ваших краях. Но я был и в самой Москве, в Рашке тоже был. Не видел, чтобы там прям так... По Путине исчезли 80 тысяч заводов и фабрик, 30 тысяч деревень, 129 малых городов России на грани исчезновения. Ну, они точно исчезнут. До Путина все развалился.
Даже поклонники Раши не ходят в кино. Рашки капец. Ну, смотрите, я вот как думаю, по моему пониманию, два варианта, да. Либо мобилизацию объявлять и милитаризация, да, полная. Ну, вот, типа, воюем до конца. Я думаю, они не пойдут на это. Ну, просто возможности даже нету, как все это организовать. Плюс непонятно, как люди будут реагировать. Вдруг опять ломанутся, а вдруг на митинги пойдут. То есть, и тут, понимаете, еще, смотрите, в 22 году вот эти все олигархи, все эти не готовы были, да, к какому-то противостоянию. А сейчас уже ситуация меняется, понимаете? Если действительно вот такие организации, как Черная, как там Искра, да, они действительно есть, то вот эти вот люди, в принципе, могут что-то такое и провернуть, на кого-то ставку сделать, деньги вложить, ну, как бы, типа, госпереворот устроить. Такие вот дела, то есть смогут ли они действительно эту мобилизацию провести или нет, это тоже вопрос. А второй момент, это то, что по иранскому сценарию, северокорейскому, но опять же, в условиях действующей войны это же тоже невозможно. Все равно надо хоть какую-то стабилизацию. А если тебя каждый день бомбят, то какая стабилизация-то? Я думаю, все идет просто к поражению и к будущему коллапсу. Потому что, как сказать, в случае поражения, то на чем будет строиться весь этот режим-то? Мне кажется, вся эта верхушка вообще не готова к остановке войны. Просто я думаю, они в каком живут сценарии? Что как-то продержаться бы сегодня, да? Не знаю, что типа завтра будет, но они, я думаю, не загадывают надолго. Лишь бы сегодня как-то продержаться и все. Долгосрочной стратегии вряд ли у них есть. Ты что сделал, когда жил в Бурятии? Вот, сейчас делаю и делал до этого. Дотационные регионы. Дотационные Бурятии, потому что мы все свои ресурсы туда отправляем, в Москву, и они нам копейки присылают назад. То есть на самом деле, когда мы не будем отправлять свои ресурсы, мы нормально будем жить. А как раз Рашки-то в самой, понимаете, вот это вот центральной Рашки, там же ничего нету, ни ресурсов, ни хрена. Как раз таки она на жопу сядет. Сколько там, 120 миллионов человек живет. Представляете? И мы вот этих вот всех обормотов, получается, вот этих дармоедов, за счет нас же все они живут-то, на самом деле, за счет наших ресурсов. Это не Рашка нас кормит, на самом деле это все наоборот. Мы эту Рашку-то кормим за счет наших ресурсов. Они живут. А нам зачем эти дармоеды нужны? Хватит Рашку кормить, на самом деле. Такой лозунг должен быть у всех народов. Хватит кормить Россию. Да, надо вот этот вот лозунг реально распространять везде. Потому что ничего от них толку нету, никакой пользы, да. Ничего не делают, ничего не строят, ничего не построили, ни машины не умеют строить, ни телефоны, ничего. Все только у нас воруют, все наши ресурсы. Еще на войну наших отправляют. А нахрен нам их кормить вообще надо, этих оккупантов? Вот, так что делайте выводы. Ни одного хорошего вещи от Рашки для Бурятии не было никогда. Так. Проблема, кажется, причинно-следственными связями у тех, кто спрашивает у нас за что. Это те, которые в Москве-то? Ну да. Народу эта война нафиг никому не нужна. Но тем не менее терпят же. Хотели же величия. Понимаете, знаете, для меня, знаете, это с одной стороны как анекдот, знаете, про Рашку. То, что это, понимаете, это вот, ну вот давайте вот без обид, конечно, но я просто скажу, как есть. Такой народ неудачник, понимаете, ничего не получается.
ничего не могут. Все мечтали с колен встать, и ничего не получается. И думали, что, как сказать, ну ладно, в экономике они типа не могут, да, ну не получается. Хотя столько ресурсов, но все равно, да, жизнь как-то не получается устроить. Наука не получается, культура не получается, кино, ну вообще по всем фронтам ничего не получается. Ну думали, они думали, что у них, ну по крайней мере, типа они сильные зато, да. И оказалось, что силы тоже нету. Блин. Думали, что ну вот, ну хотя бы здесь, да, ну типа вот армия же, да, мощная там. У русских только две этих, как его там, союзника, да, флот и этот, флот уже весь на дне, да. Армия, все уже там, она просто деградировала вся. Даже ФСБ уже, все там, все боятся туда реально идти, оказывается, ФСБ работать. И, да, сама структура деградирует. Ну что, я думаю, просто закономерно будет результат то, что рано или поздно Запад, Европа осознает, что не надо бояться распада Рашки, и все, и относиться к этому философски. И помогать всем новообразованиям, тем, кто получит наконец-то свободу странам. И все. Их задача какая? Помочь на первоначальном этапе и признать все республики независимыми государствами. Бурятию, Саха, Чечню, Татарстан, все, короче. Все, больше ничего не требуется от Запада. И помогать, если что, защитой от Рашки. Если они будут опять рыпаться. Они ее войной не назвали. Че? Блин. Хороших вариантов не было, придется слушать хлопки. Ой, блин. Батька наш Бандера, Украина, мать, мы за Украину будем воевать. Когда Украина зайдет в Рашку, здравомыслящих трогать не будут. Война для отмывки денег. Да не, какие. Ну, это тоже, конечно. Но первоначально-то рейтинг поднять и вот это вот расчесать мозоль этого, как это называется, имперского величия. Но и тут не получилось. Ничего как-то, ничего не получается. Ну, что поделаешь. Монголия тоже хочет претендовать на свои исторические территории Московии. Ну, как сказать, я думаю, что таких вариантов уже нету, но, по крайней мере, вот где Бурятия исторически, где исторические монгольские земли, то там, я думаю, то да. Рубль признали крепкой валютой. В сумасшедшем доме, что ли, признали или где? Блин. Ладно, таких сумасшедших, крейзи просто надо просто исключать. Ну ладно, я, наверное, на сегодня все. Кратко что хочу сказать, про темам пробежаться, которые сегодня обсудил. Тюркский мир укрепляется, это очень интересно за этим всем наблюдать. Эрдоган с Алиевым, Турция с Азербайджаном, ну, выстраивают вот эту новую какую-то конфигурацию, объединяют тюркские народы. Это интересно вообще. Казахстан вдруг свою новую идеологию какую-то продвигает, да, то, что они наследники этого Улуса Джучи. Представляете? Это же, ну, очень сильный поворот на самом деле. От постсоветского какого-то народа до уже возврата к своим историческим корням. Это, ну, дорого стоит на самом деле. Ну, при всем том, что, опять же, понимаете, хорошо бы, чтобы это, ну, действительно что-то делалось в этом направлении. Чтобы это не было просто такой политической, как этот делал Назарбаев, просто политической игрой, отвлечением народа, да. С одной стороны, это тоже опасно. Вот Рашка, видите, доигралась, да, что-то там
половцы их там, печенеги их трогали, да, все такое. Нет, чтобы жить нормально, развиваться, полезли куда-то воевать. Ну и получили, соответственно. Так что, если действительно Казахстан что-то будет делать, восстанавливать идентичность и так далее, это хорошо. Ну, главное, чтобы это не популизмом не оказалось. А как бы власть в Казахстане и последние события говорят, что, ну, имеется в виду с этим предыдущим Назарбаевым, что такая склонность есть, к сожалению. Плюс про ФСБ, да, я не замечал раньше, не понимал, что там, оказывается, очень сильные тоже идут процессы. Ну, просто их, украинцы их физически уничтожают, их штабы на оккупированных территориях. И моральное разложение, конечно, страх там очень сильный тоже в самой структуре. Потому что никто не хочет умирать. И они, понимаете, они на это не подписывались. Они же как думали? Они будут королями, будут пользоваться всеми благами, будут получать огромные зарплаты, пенсии, будут жить над законом, думали, будут элитой, а вместо этого их так же, как и вот этих мобиков, которые на передовой, их тоже так же просто бомбят, и даже украинцам никакого уважения не выказывают, просто бомбят и все. Понимаете, от ощущения элиты до физического уничтожения, ну, как бы, очень большая дистанция, да, и, ну, явно они на это не подписывались. И сама структура, оказывается, тоже в коллапсе находится, и там, как сказать, ну, деградация идет самой структуры. Оказывается, мне правильно комментарии-то писали, что там вот, как сказать, в самой структуре идут очень мощные процессы. Ну, понимаете, вот представьте вот себя, да, вот ты думал, как твои родители, да, там большую взятку, наверное, давали, или еще как-то по связям. Вот там в Академию ФСБ запихаем, будешь на всю жизнь обеспечен, будешь там бизнесы крышить, будешь огромные бабки получать, будешь таким авторитетом. А вместо этого тебя отправляют на оккупированную территорию, а там батька Хаймарс прилетает, и все, как бы, и все, и нету ничего. Такие вот дела. Поэтому это, конечно, на психологию очень сильно влияет. Ну, вот такие вот основные тезисы, которые я хотел поговорить. Ну и вот это вот топливный бензиновый кризис в Рашке, который вроде как уже на июнь намечается. Посмотрим, конечно, что как будет. И тупик в войне, но это, понимаете, мощный сигнал был на 9 мая. Потом 17 мая Москву бомбанули, до этого Туапсе. Но, понимаете, это уже стало фоном уже. Это не такое, знаете, вот событие, которое прямо потрясло бы, да. Вот то, что в 21 году это было бы, знаете, там, не знаю, событие чуть ли не века, ну, как минимум десятилетие, что-то такое, да, там, какая-то мощная трагедия. А тут, понимаете, Туапсе взрывает там нефтяной дождь. 100 этих ФСБшников взорвали, и нормальные людям вообще пофигу. Москву бомбанули, тоже пофигу. Понимаете, уже это вот, то есть, это уже явно. И эти еще, знаете, пишут эти бараны, да, эти боты, что типа, ой, там в этом, в мире там инфляция, еще что-то. Ребята, вы про что говорите? У вас, вашу страну каждый день прилеты ваших ФСБшников, вашу самую главную элиту, которая у вас есть в стране, по 100 человек взрывают вместе с их штабами. Понимаете? Это что за элита такая, которая не может себя ПВО остановить, еще что-то? Что за элита, которая сама себя не может защитить? Это же провал, понимаете? И для них самих моральный, да, такой, как это так? Элиту взрывают вот так вот, без уважения, да? Они же элита. Как так-то? Как, почему это происходит? Это они, типа, да, по их мнению, должны всех кошмарить, там, всех пугать. От одного слова все должны бояться, да, ФСБ, все там упали, все затряслись. А тут их взрывает, и все, и даже без уважения вообще, понимаете? Просто взрывает, и все. Хотя бы предупреждали бы, да, или обращались бы к ним как-то. Вот, уважаемые, мы сейчас вас всех взорвем. А тут
без уважения просто, бац, и все. Понимаете? Но это же очень сильное тоже впечатление производит. А они еще пишут про то, что вот, типа, у них так не все там плохо. Ребята, у вас там просто пожар какой-то, у вас там вообще такая трагедия происходит. А вы еще пишете, вот там где-то цены там на колбасу поднялись, да, в какой-то стране. Ну, вашу страну я уже даже не знаю с кем. Даже в Иране и то не так, да, которые там сколько американцы бомбили. Сейчас там и то более-менее. Ну, и они тоже там уперлись, конечно. Ну, как эксперты говорят, если они там так долго моросить будут, и их просто, ну, прям конкретно их начнут там гасить. Это Иран. Поэтому сравнивать вот эту вот пылающую рашку, которую каждый день кто-то бомбит, где их даже элиту ФСБ взрывает по 100 человек, но это уже деградация полная. Ну, я думаю, понимаете, я вообще уверен, что вот этот 9 мая, скорее всего, это вообще последний парад был. Уже, скорее всего, все. В 27 году, скорее всего, уже не будет никакого парада. И уже самой страны не будет. Распадется, скорее всего, до этого момента. Блин, как я мог забыть? 21 мая был мощный митинг, многосотенный, я бы так сказал. Ну, может, не многотысячный, я просто весь объем не видел. Но в Нальчике черкесы провели парад в честь, почтить память геноцида черкесского народа. Ну, то есть вот эта вот русско-черкесская война была. И после того, как, к сожалению, они проиграли, русские там устроили геноцид очень мощный. Высылали, убивали, грабили, короче. Ну, все то, что они в Украине делали. И, понимаете, вот черкесы молодцы, конечно. Они не забывают все это. И несмотря на вот эти, как сказать, запретительные все меры, на запугивание, да, на то, что их прессуют, прессингуют, да, Кавказ все-таки молодцы. Они провели вот этот митинг. И, понимаете, вот когда я такие видео смотрю, что в 26-м году, когда такие репрессии, когда все закрутили, да, все-таки люди выходят на митинг почтить. Это же, представьте еще, как это символично все. Почтить память своих предков, то, что им геноцид устроили. Они ничего не забыли, они все помнят. И понимаете, даже сейчас в таких жестоких условиях они все-таки это все делают. Насколько высокое у них сильное самосознание, да? Молодцы вообще. Я прямо поразился вообще. Вообще меня удивили эти люди, что они настолько сильные, понимаете? И я просто, знаете, я вот понял, что Кавказ вообще Рашка не сломит никогда. И только Рашка начнет падать, я уверен, что Кавказ первый выйдет. То есть, это люди очень сильные, мощные, действительно заслуживают уважения. В таких условиях, понимаете, когда, многие народы просто сидят, боятся, да, а они выходят, и там такой огромный митинг, понимаете. И это еще, понимаете, не митинг же в поддержку Путина там или еще кого-то, или войны. Это митинг за почтить память геноцида черкесского народа, понимаете? Это вообще дорого стоит на самом деле. Такие вот дела. Вот это вот я хотел проговорить. Так, ладно, на сегодня, наверное, все. Хотя мне что-то какой-то у меня сегодня актив мощный. Берлин взяли за 11 дней, а малую так пачку не могут взять 4 года. Я тоже смотрел недавно это видео какое-то там. Малая такмачка, она сколько там больше всего держится, там во всей мировой истории уже 1500 дней или сколько больше, короче, там приводили какие-то примеры, какие самые крупные, я уже забыл точно, но там приводили, какие города там дольше всех держались. Уже, оказывается, малая такмачка больше всех держится, понимаете?
Это какая-то деревня, понимаете, несчастная. Там сколько дворов-то, немного. Там уже, наверное, людей даже не живут, они все равно ее не могут взять. Но понимаете, 1,5 ляма людей Рашка положила ради вот этой малой такмачки. Понимаете, все-таки, смотрите, знаете, у меня еще какая теория? Когда народ или страна какая-то, да, деградирует, то, видимо, она сама все делает для того, чтобы, как бы сказать, самоуничтожиться, что ли. То есть, ну, по большому счету, да, Рашка гнила, конечно, да, но если бы они войну не начали, но им же никто санкций не накладывал, прекрасно жили, никто их не трогал вообще, никто не собирался. Эта Рашка как бы нахер никому не нужна была. Жили бы, дожили, да, в своем этом, как сказать. Ну вот, бывает же, как сказать-то, вот такие районы неблагополучные, да, вот ездишь, и там как-то по-своему люди живут, да, бухают, какие-то наркоманы, там еще какие-то, ну такие, какие-то неинтересные люди, да, короче, одним словом, в своем каком-то мире живут, думают, что они там великие и все такое, ауешники какие-то, ну как бы такие неприятные личности, да, что-то сами по себе шевелятся, что-то живут там, да, ну бомжи какие-то, короче. Вот Рашка это вот такой вот неблагополучный район был, да, на земле. И, ну, как бы никто, понимаете, не трогает, не трогал Рашку, да. Ну, типа, ну, живут такие вот какие-то бичи, бомжи, да. Зачем они вообще нужны? Никто не собирался их вообще трогать. И тут они сами просто поперли. И, как сказать, ну, и вот сейчас получают по щам. Такие вот дела. А так бы жили бы себе, дожили и думали бы, что они великие и все такое. Ну вот, как сказать, приходится теперь нефтяные дожди принимать, что там еще, без интернета сидеть. Как-то так. Санкции вводили давно, еще с 2014 года. Но вы, наверное, забыли, что в 2014 году произошло. В 2014 году вообще-то оккупировали Крым и часть украинских земель. Это ДНР, там ЛНР. Поэтому, если бы не оккупировали чужую территорию, а до этого еще Грузию, да, оккупировали. Если бы не оккупировали, ничего бы и не было, понимаете? Никто же не собирался вообще ничего там делать. Ну, это, понимаете, какие-то идиоты, которые оправдывают это, как сказать, знаете, назло маме там отморожу уши, да, типа такого, да? Только еще в более каком-то идиотском варианте. Да. Ну так не трогали ДСО. Дефолт ждем в России, обещают аналитики. Я думаю, там не только дефолт, там очень много будет этих. Да уже сейчас, что сами себя лишили интернета. Нефтяной, бензиновый кризис в самой Рашке. Мазутный. Ну там, знаете, вот инфляция, там прилеты эти украинские, там столько всего скопилось, что я даже не знаю, как сказать, что лучше, да? Короче, разово скопилось очень много проблем, которые без остановки войны, без смены режима, без... Смотрите еще какая ситуация. У них единственный шанс вообще, да, попытаться как-то спасти свою страну, это остановить войну, снести режим и пытаться договариваться, платить репарации. Но, понимаете, смотрите, эта вся история, она же длится уже 4 года. За 4 года у тот же Кавказ, да, другие республики. Вот мы все работаем, да, ну я сам по себе, конечно, не принадлежу никакой организации, но, тем не менее, я высказываю за независимость Бурятии. Все равно многие люди это уже услышали
и начали задумываться о своей идентичности, о своей истории. Понимаете? Они, Рашка, ей же надо будет, по крайней мере, вид сделать, что с нами какой-то типа передоговор надо будет заключать. То есть, во-первых, если ты признаешь вину, то ты и будешь отвечать за огромные потери в Бурятии, в Саха, в Туве, в Калмыкии, ну везде, короче. И у людей, как бы сказать, вопрос будет, а нахрена мы вообще тогда воевали-то за вас? Если вы фашисты были, да? Если вы сейчас репарации платите, какого хера нам это все надо было? Понимаете, вопрос все равно будет, даже от ватников, да, которые начнут переставать быть ватниками. Вопрос обязательно будет. И здесь уже, понимаете, нельзя будет договориться, то есть не то, что договориться, а нельзя будет, как раньше они, да, просто дубинкой, да, вот всех неугодных. Режим-то сменится, и вот эти все военные преступники, они все равно, Украина затребует военных преступников, Цыденова, там вот этих всех, короче, да, судить. И уже вот этой, просто дубинки не будет с этой существовать. Потому что все эти ФСБшники, все начнут перекрашиваться, все будут говорить, мы вообще не виноваты, мы вообще ничего не знали, вот это вышестоящее руководство. Все будут, как сказать, все будут бежать от ответственности, никто не захочет ее разделять. Все будут говорить, это вот все, там, Путин виноват один и так далее, да, там, Патрушев и все вот эти ребята, мы вообще ничего не делали, мы даже не знали. Вот как они сидели же в плену, да, у этого Золкина, и говорили, я там ничего не знаю, я вообще, я жопа не моя, да. Я вообще не понимаю, мы не знали, да, вот сказали туда идти, я шел, да, никого не стрелял. Ну, то же самое они все будут косматить там, говорить. Мы вообще не при делах, по сути-то. Такая вот история будет. И, ну, я вот 100% уверен, что Кавказ весь, он точно не захочет никакого объединения назад. И понимаете, мало того, самой Рашке, помимо того, что у нее не будет этой дубинки удерживать нас всех, ей же надо что-то предложить. А что они могут нам сейчас предложить? Чтобы нам что-то предложить, это надо на диалог идти. А на диалог идти, это надо будет о чем говорить? Вы, во-первых, признаете то, что вы оккупировали наши территории, и не было никогда никакого мирного присоединения. Это раз. Потом вы устраивали геноцид. Вы как бы тоже надо здесь уже, вот как черкесского народа, так и всех остальных народов, да, в том числе и украинского, и всех вообще. Тут надо как бы тоже все это закрепить, памятники и так далее. И вообще пересобираем заново, да. И вообще, самый-то главный вопрос, а нахрена нам это надо, да, вот эта федерация, которая федерации не была? И вы нас уже сколько раз обманули? Во-первых, сперва оккупировали, и потом признали, что это мирное присоединение. Потом при Советском Союзе, когда эта революция произошла, нам что обещали-то, да? Одно обещали, а потом ГУЛАГ устроили. И еще потом Вторую мировую отправили. Хотя сами с немцами союзниками были. Потом совок развалился, нам что обещали, да, что вот у нас Конституция, все дела, а в итоге нас опять посадили в этот ГУЛАГ. То есть какие-то вы, ребята, за слова-то не отвечаете. Нам зачем с вами как бы дальше тусить, да? Зачем нам с вами... Зачем нам это надо вообще, да? Вы еще столько смертей нам устроили, столько народу погубили, столько людей угробили в Украине. Ну, украинцев, мирных там людей, столько городов расстреляли. И за вас теперь еще нам вместе с вами еще и под санкции попадать, что ли? Нам-то это нахрен с вами ответственность всю эту нести. Так что такие вопросы, все это всплывет. Все эти вопросы. Поэтому я вообще не вижу никаких... Они, понимаете, у хороших русских-то они даже и не пытаются же ни с кем с нашими разговаривать на эту тему, признавать, да. Они даже не могут признать то, что в Украине геноцид украинского народа идет, понимаете? Не то, что про нас говорить, да, что-то. Они про саму Украину даже ничего не говорят. Украину каждый день там тоже бомбят этими кабами, они про нее ничего не говорят. А про нас что?
Понимаете, у них даже нету никакого стремления, у них даже мыслей по этому поводу нету. Они думают, что вот будут нас только дубинкой одной удерживать. Ну, дубинкой уже не получится никого удерживать. Не будет этой никакой дубинки. Так что никакого хорошего варианта, ну, как сказать, он, конечно, наоборот, на самом деле, самый хороший. Когда Рашка развалится, это самый лучший вариант. Для самих русских в первую очередь. Они перестанут быть рабами, наконец-то, этой империи. И начнут, наконец-то, жить не ради какого-то царя, там, ради ФСБ, ради КГБ, ради там, царской охранки, а ради себя, наконец-то, начнут жить. Понимаете? Наконец-то сам русский народ, если захочет, если сможет освободиться, он освободится. А если нет, ну, они опять себе кого-то посадят на шею. Ну, так что адекватные русские, я думаю, только за распад, на самом деле. А вот конченые какие-то, которые со своими этими имперскими амбициями, ну, вы просто будете деградировать, когда все это развалится. Не сможете смириться, будете деградировать. Вот как-то так. России силы. Неприятно слушать, да? Ну, слушайте, все это будет. Все адекватные люди так и думают. Ну ладно, Нухудут, на сегодня, наверное, все. Конечно, приятно, что такой актив, что столько людей. Ну что поделаешь, тоже, как сказать. На сегодня я, в общем, закончил. За Нухудут, Байрла, комментарий пишите, лайки-то викты. За Нухудут, Дахину Зетра, Байрте.